В Малгобекском районе прошли рейды по сбору коммунальных платежей. В них приняли участие сотрудники водоканала, газоэнергосетей. Примечательно, что потребители как будто намеренно ждут прихода контролеров на дом, в то время как повсеместно работают многофункциональные центры. Оплату также можно произвести и в почтовом отделении. Мария Мистоева с подробностями. В списке регионов-плательщиков Ингушетия находится не на самом первом месте. И власти Малгобекского района решили жестко бороться с этой неприятной статистикой. В разных сельских поселениях района сегодня с самого утра проходят рейды. Например, на улице Псидаха вышли сотрудники газовой службы вместе с работниками местной администрации. Они заходили в каждый двор, где есть серьезная задолженность. А злостных неплательщиков просто отключали от подачи голубого топлива. А в Новом Реданте с рейдом по домам потребителей прошлись сотрудники МРСК. Сначала необходимо сверить показания и номер счетчика с теми, что указаны в документах, а дальше простой подсчет и предъявление суммы, которую необходимо заплатить за уже потребленное электричество. 10 244 показания. Прибавляет внимание. Так, 10 244. Так, 1300 рублей надо. Далее выписывается квитанция и сразу выдается чек. Остается только отдать деньги и, как говорится, спать спокойно. Халимат Хутиева почти всю жизнь живет в этом поселении. Возможно, благодаря советской закалке у женщины нет никаких долгов по оплате коммунальных услуг. Более того, у нее накопилась приличная переплата. Каждый месяц оплачивать, чтобы задолженность не было. Мы репрессированные. Показания, я когда пенсию получать пойду, показания с собой возьму и оплачиваю. Ну, легко. Потому что вот как вы придете, мне говорят спасибо. Бабушка, спасибо, вот хорошо, приятно мне. Правда, не все такие сознательные, как Халимат. Многие попросту начинают торговаться с сотрудниками энергослужбы. Тех, кто месяц за месяцем игнорирует просьбу коммунальщиков оплатить накопившиеся счета, не так много. Возможно, от того, что по отношению к ним принимаются крайние меры. Дом полностью отрезается от подачи электроэнергии, пока потребитель не погасит долг, хотя бы его часть. Например, семья Хутиевых в 66-м доме по этой же улице уже 2 месяца живет без света. По вечерам они, как в старину, жгут свечи. За это время хозяин дома так и не нашел возможности погасить хотя бы часть своей задолженности. Если сыну Шариат Хутиева ее нисколько не жаль, то глава Малгобекского района Адам Цычуев не смог уйти из двора бабушки, не оказав ей помощи. А сын Шариат пообещал больше не копить счета, а своевременно их оплачивать. Дом тут же был снова подключен к подаче электричества. Основная масса людей платят, вот процентов на 20, но есть люди, которые не платят вообще. Есть люди, которые вообще с 98-го не платят. Основная масса, которая платит на сегодняшний день, это пенсионеры, более платят основная масса. А так вот молодежь не хотят оплачивать, вот новые дома, кто строит. Они в основном не платят. Если в Новом Реданте улицы прочесывали сотрудники электроснабжения, то в Зязиково-Юрте почти в каждый двор заглядывали работники водоканала. Не, мы по частям платим, потому что пенсии, да, пенсии там выдерживают. А вот такие моменты, когда долг собирается, часто бывает? Не, у нас так большой долг не собирается. Почти в каждом доме есть долг. Пожилые люди делают отчисления с пенсии, но они зачастую оказываются меньше той суммы, которая набегает за месяц. Но их долг бывает не таким большим. Ислам Льянов должен водоканалу 8 тысяч рублей. Сотрудники водоканала в считанные минуты выписали квитанцию и напечатали чек. Ислам, а не получается платить или почему не платите? Получается, почему не получается? Раньше платил, долг халя. Итак, большинство жителей ждут, что коммунальщики сами придут к ним домой, чтобы потребитель мог оплатить потребленный ресурс. Правильно было бы в конце месяца человек, получивший услугу, пришел бы в поставляющую организацию и оплатил бы полученную услугу. Количество людей, которые делают так, 5-7%. 90% людей добровольно не платят. В этой ситуации
Мы уже по ситуации вынуждены как-то реагировать на эту ситуацию, организовывая рейдовые мероприятия. Это вынужденная мера. Последние 2 месяца рейдовые мероприятия наши усилены работниками администрации района. И это одна из самых серьезных проблем. В Малгобекском районе работают многофункциональные центры, а в каждом сельском поселении уж точно есть почтовое отделение, в котором можно произвести оплату коммунальных услуг. Платят только по факту, то есть по факту явки контролеры на дом. Хотя должны были оплачивать там и в офисах, и посредством всяких терминалов и так далее, посредством почтовой связи. Люди неохотно идут платить. А вот когда на дом приходишь, то платят. Поэтому приходится вот такие мероприятия проводить ежедневно в селах Малгобекского района. Наш регион в списке отстающих по оплате коммунальных услуг. Изменить эту неприятную статистику можно, начав платить своевременно. Мария Мистоева, Гапур Чехиев, Новости 24.